Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые главы делегации, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность председателю Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, уважаемому Вячеславу Викторовичу Володину, за высокий уровень организации сегодняшнего заседания и традиционное гостеприимство. Также хотел бы выразить слова признательности в адрес Республики Армения за продуктивное председательство в ОДКБ. Период председательства Армении в ОДКБ совпало с двумя историческими датами: 30-летием подписания договора о коллективной безопасности и 20-летием учреждения на его основе Организации договора о коллективной безопасности. За этот исторический период сотрудничество государств-членов нашей организации вышло на качественный новый уровень союзнических отношений, накоплен значительный практический опыт в вопросах коллективной безопасности, особенно противодействия современным вызовам и угрозам. В этой связи хотел бы поблагодарить всех членов Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ за очень конструктивную и слаженную совместную работу за прошедший период. В прошлом году в Таджикистане успешно прошло выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Мы придаем большое значение нынешнему заседанию Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, который играет значимую роль в реализации уставных целей организации. Уверен, что результаты сегодняшнего заседания всячески будут содействовать эффективному выполнению стоящих перед нами задач по обеспечению гарантированной безопасности и стабильности в регионе ответственности ОДКБ. Уважаемые коллеги, сегодня мир стоит перед серьезными вызовами и угрозами, сохраняется влияние кризисных факторов. Конфликты в различных регионах мира перед многими странами ставят серьезные проблемы дальнейшего развития. В этом контексте особое беспокойство вызывает обстановка, которая складывается в соседнем с нами Афганистане. На сегодняшний день она представляет реальную и наиболее вероятную угрозу интересам нашей коллективной безопасности. В этой ситуации наши страны должны совместными усилиями принять безотлагательные меры по обеспечению безопасности южных рубежей ОДКБ и минимизации угроз, исходящих с этого направления. Тенденцию к возрастанию также имеют глобальные угрозы терроризма, экстремизма, различных проявлений радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. В такой ситуации любое государство, если оно будет полагаться только на собственные возможности, не сможет преодолеть существующие проблемы и добиться всестороннего развития и процветания. Только благодаря общим усилиям и взаимодействию стран, основанным на равноправии, доверии, соблюдении норм международного права и уважения национальных интересов, возможно противостоять существующим вызовам и способствовать совместному устойчивому развитию. В этих условиях дальнейшее развитие эффективного сотрудничества в рамках нашей организации приобретает особую актуальность. На этом фоне вопрос обеспечения региональной безопасности, а также совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ должны оставаться главным составляющим нашей деятельности. Это требует от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом. С учетом нынешних реалий хотел бы подчеркнуть важность конструктивного взаимодействия и сотрудничества наших стран в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ. Мы намерены и далее прилагать необходимые усилия для обеспечения поступательного развития всех направлений деятельности ОДКБ. Уважаемые члены Совета, в сегодняшнем нашем заседании мы примем ряд важных документов,
направленных на совершенствование механизмов нашей организации. Выражаю надежду, что эти решения послужат укреплению безопасности наших стран. Вместе с тем, Республика Таджикистан выражает свою готовность всячески содействовать в реализации приоритетов Республики Беларусь на период ее председательства в ОДКБ в 2023 году. В свою очередь, мы подтверждаем нацеленность Таджикистана и далее наращивать совместную работу по практическому продвижению всего комплекса задач, стоящих перед нами, путем принятия в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ эффективных мер и решений. Считаю, что наша совместная работа по практическому продвижению нашего сотрудничества станет фактором дальнейшего усиления деятельности ОДКБ. Уверен, что в результате сегодняшнего заседания Совета парламентской ассамблеи будут всесторонне способствовать укреплению взаимодействия государств-членов по всем направлениям деятельности организации. Убежден, что и в будущем Ассамблея будет плодотворно осуществлять ответственную миссию по укреплению сотрудничества законодательных органов ОДКБ. Хотел бы поблагодарить всех за конструктивную работу и пожелать крепкого здоровья и новых успехов. Благодарю за внимание.